Пандемия коронавируса полностью изменила наш образ жизни. Многим пришлось перестраивать и свою работу. Об этом в программе «По сути дела». Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Пришлось перестраиваться всем, абсолютно всем службам, всем направлениям. Настроение у молодых людей, у наших волонтеров максимально боевое. Особенно все поняли, насколько нужны были эти центры «Семья». Тренд последних лет – это вовлечение молодежи в социальную практику. И наши работники точно так же работают, как врачи, как медсестры. Он ищет пути решения, он анализирует ее, формирует команду единомышленников. Выдержали и продолжают вот это все выдерживать и работать достойно. Социальная служба республики проходит проверку на прочность. COVID-19 заставил принимать быстрые решения и оперативно реагировать на ситуацию. Как это удается, в интервью с вице-премьером правительства Башкортостана Линарой Ивановой. Здравствуйте, Линара Хакимовна. Приветствуем в программе «По сути дела». Да, приветствую. Если не возражаете, давайте, вы тоже переболели, по-моему, да? Да, я тоже переболела, и нормальные титры антител. И у меня есть антитела. Никто никому не страшен, да. Вот особенные. Как вот в условиях пандемии вы перестроили работу министерства? Расскажите, пожалуйста. На самом деле пришлось перестраиваться всем, абсолютно всем службам, всем направлениям. Это касается и интернатных учреждений, и работы социальных работников, которые раньше просто на дому обслуживали и не слыхивали о том, чтобы там ходить по домам, проверять. Да? Пришлось этим заняться. Это и работа службы занятости. Сколько обходов сделали? Та весенняя волна у нас около 400 тысяч. Вот в это время, сейчас уже осенью, с октября начиная, это 297 тысяч обзвонов и 96 обходов, 96 тысяч. Вот, 9,5 тысяч заявок получили на доставку на дом непосредственно продуктов. Практически каждого пятого, шестого вы обошли. А у нас на 536 тысяч нам Минздрав передал в осеннюю волну. Понимаете, весенняя и осенняя работа, она отличается друг от друга. Там были прибывшие из-за рубежа, там из Москвы, из других регионов. Там немножко другой был смысл. Там нужно было проверить, что точно люди дома отсиживаются. Да? Сейчас 65+, которые еще и хроническими заболеваниями больны. Поэтому вот немножко разный смысл. И здесь мы проверяем, с одной стороны, с другой стороны, берем заявки на то, чтобы оказать помощь. У нас есть телефон горячей линии на 8 800, который начинается 8 800 775 00 14. Да. Вот этот телефон действует. И плюс мы сами, получается, во время вот этих обходов, обзвонов выясняем тоже, кому требуется помощь. Но это соцработники. Кроме того, у нас еще детские учреждения. У нас с этого года к нам полностью все детские учреждения из Министерства образования перешли, плюс свои 34 приюта. Это сколько всего учреждений? Раньше они назывались детские дома, сейчас они называются центры содействия семейному воспитанию, 15 вот таких учреждений, плюс 34 приюта. В общей сложности 1500 детей вот на нашем попечении были, и в весеннюю волну точно так же они были закрыты до 1 июля. Кстати, нам удалось, в отличие от всей республики, организовать отдых детей, вот, которые из наших учреждений не в санаториях успели отдохнуть. А правда, что министерство взяло на себя заботу о детях, чьи родители заболели ковидом? Да, совершенно верно. Мы пошаговую инструкцию распространили по всем муниципалитетам. По сути, каждый знает, должен знать, может быть, благодаря нашей программе больше узнают, что если вы заболели и вам некуда деть ребенка, если вы медик и вы ушли в красную зону и вам некуда деть ребенка, или если вы работник социального учреждения и вам некуда деть ребенка, вы можете обратиться к нам. Алгоритм полностью с Минздравом отработан. Там, если контактный был ребенок, то он 14-дневный карантин отбывает. Нет, значит, делаем ПЦР и нормально в группу с детьми. То есть, куда нужно позвонить? Куда можно обратиться? Занимаются этим наши центры «Семья». Во всех городах и районах они есть. В принципе, вот эта пандемическая история, она фактически, мне кажется, очень вообще роль всех социальных служб подняла. Но особенно все поняли, насколько нужны были эти центры «Семья». Они такими связующими звеньями оказались и по продуктовой помощи. И вот где, когда, что, у нас, получается, сетка вот эта вот работает очень хорошо. Дорогие родители, не бойтесь обращаться. В случае, если заболели, министерство действительно поможет. Совершенно верно. Да. Еще я не договорила. У нас все службы были, их деятельность резко изменилась. Это коснулось и службы занятости, потому
потому что, изменив размеры пособий и дав возможность вот это действие осуществлять обращение в службу занятости дистанционно, то есть через портал «Работа в России», у нас просто невероятно выросла регистрируемая безработица, то есть те люди, которые пришли в службу занятости. Она, конечно, и общая тоже выросла, но вот это, она подтверждает, что больше люди обращались за помощью в виде пособий по безработице. И мы 7 миллиардов выплатили, при том, что обычно у нас это 1,2 миллиарда, понимаете, то есть 7 раз выросло. 7 раз. Ну и безработица увеличилась в 6. Да, 7 6, раз, да? 6-7. Да. А вот сейчас какая ситуация на рынке труда? Вот все-таки сейчас с осени Сейчас- все-таки какое-то оживление ведь есть в экономике? Абсолютно верно. Есть ли снижение, хоть небольшое? Снижение происходит еженедельно. У нас вообще ежедневный мониторинг. Вот мы каждую неделю, у нас есть точка по средам, такой свод по рынку труда делаем. И еженедельно на 3000 снижается количество безработных. Если во время пика в конце сентября было 129 тысяч, сейчас 112 тысяч. То есть все-таки вы считаете, что пик все-таки пройден? Пик пройден однозначно, да. То есть у нас все так выправляется. Но я повторюсь, вот эта регистрируемая безработица, она все-таки была связана больше вот с такими вещами, с денежной поддержкой, такой прямой денежной поддержкой. Имеется в виду, сегодня эта поддержка, в принципе, уменьшенная. Пособие по безработице да, то есть меньше. минимальное пособие, которое у нас было так существенно увеличено, то есть люди могли получить 5750 рублей. А сейчас? Без Без подтверждения подтверждения. какого-то стажа. Да. А. Это было 53%, но и сейчас сохраняется. То есть это те люди, мы называем длительно неработающие. То есть у них ничего нет, они, как правило, трудятся на сером рынке, даже на черном рынке труда, то есть совершенно без оформления, и приходят к нам. Расскажите, чем может ваш центр помочь пожилым, которые сейчас находятся по-прежнему на самоизоляции? Можно заказать лекарства, можно заказать доставку продуктов и необходимую надомную помощь. Это может быть уборка, вынос мусора, погулять с собакой и так далее. То есть любую помощь в бытовой, обычной жизни. Программа «Башкирское долголетие», которая 1 октября, она сейчас как-то Вот отличный реализуется? вопрос, да, Мгм. потому что проект «Башкирское долголетие» больше всего про них, конечно, про активных, это про активное долголетие. У нас очень много планов. Мы меняем полностью подход к университетам третьего возраста. Мы больше не будем закупать услугу образовательную, как это делалось, когда какие-то рога и копыта иногда непонятные образовательные организации выигрывают, не умея работать с пожилыми. Будет квалификационный отбор организаций, которые имеют право работать с сертификатами, и мы превратим вот эти деньги, которые мы, получается, на основании закупки тратили, превратим в сертификаты, когда сам пожилой человек, сам пенсионер выберет, куда отнести вот этот сертификат. Конечно, у нас будут работать туры, которые запустились в этом году, и, к сожалению, из-за пандемии все остановилось. В том числе и по Уфе, по-моему, да, такие И по туры? Уфе, и из районов в Уфу. И уфимские пенсионеры очень хотят ездить, республику свою увидеть, узнать. Там и Таратау, и у нас отличный был маршрут разработан, Воскресенское. Каждый маршрут, по-моему, стоит около 1000 рублей, и он в один день. Да, Это с укладывается в проездом один день, совсем? с проездом, с экскурсионной программой. И предоставляется возможность где-то перекусить и, может быть, купить сувениры. Дорогие пенсионеры, ждите в новом году, я думаю, это заработает. И более того, наша забота планирует льготу для наших пенсионеров. Отлично, будем вместе работать. Елена Хакимовна, как удается контролировать? Мы знаем, что все-таки были очаги и в больницах. Были ли такие очаги в стационарных учреждениях? И как сотрудники справляются? Вообще, я скажу так, это просто тяжелейшее направление, потому что та категория, которая проживает в наших интернатах, это самые уязвимые с точки зрения болезней люди. Это Сколько инвалиды, их вообще? инвалиды и пожилые, понимаете? Да? То есть это 1005, вот сколько их? 6,5 тысяч. 6,5. В настоящее время 6,5 тысяч. Уже 17-я смена. С 16 апреля первая смена как запустилась. Там не все ровно зашли одновременно. И в итоге вот сейчас уже 17-я смена у нас зашла. Всегда заход в смену сопровождается взятием
8 тестов ПЦР. К сожалению, мы и в обычной жизни знаем, что не всегда тесты корректны, и заносы, к сожалению, случались. До сих пор у нас есть отдельные учреждения, в которых есть красные зоны. И наши работники точно так же работают, как врачи, как медсестры. Ничем не легче их труд в этом смысле. Я видела в интернате, в котором нет ковида, как происходит термометрия. У нас трехразовая термометрия в течение дня. Мы абсолютно все контролируем. И в настоящее время из 6,5 тысяч проживающих у нас 5 человек температурит. То есть даже там, где красная зона, у нас не везде есть температура. То есть мы рука об руку с Минздравом, во-первых, с Роспотребнадзором, купируем быстро людей, которые заражены. То есть вообще занос, естественно, снаружи происходит. Да? То есть когда это сиделка, то есть помощник по уходу или медсестра, то есть именно сотрудники. Почти 1500 сотрудников работают в таком режиме у нас. Хочу сказать, самая главная цель, я директорам сказала, ребята, коллеги, главное не допустить смертей. Этого заражения избежать невозможно. Сказать, что если у вас зашел ковид, то все, вы там плохие, уволили и так далее, это просто... Удалось это достигнуть? Да. Самое главное, у нас роста смертности такого не произошло. Именно из-за ковида? Цыплят по осени считают, поэтому не буду торопиться с цифрами. Пока прямо... боюсь сглазить, что называется. Мы удерживаем ситуацию. Наша задача, чтобы они все быстренько выздоровели и не заразили остальную часть. Что касается третьего пакета антикризисных мер, какие меры поддержки НКО сектора? Да, действительно, у нас в первом пакете были меры поддержки по продлению действия договоров, которые должны были реализоваться. У каждого там свой был срок. И многие некоммерческие организации, к сожалению, не смогли это реализовать, поэтому было предложено продолжить. 34 НКО к нам обратились с просьбой продления этих договоров. Но сейчас было принято решение после опроса, потому что не все обратились, при этом им это требовалось. Было принято решение, что продлить еще, потому что, честно говоря, 31 декабря же пандемия не заканчивается, то есть они просто не смогут, они не могут проводить мероприятия. Да. В итоге было принято решение, и в пакет это вошло, до 1 июня продлить, то есть еще 5 месяцев дать на реализацию этих грантов. И плюс разрешить использовать средства гранта на коммуналку, потому что сейчас это запрещено, невозможно, а это довольно существенная статья расходов, и это очень нужно НКО. Вообще наши НКО на самом деле большие молодцы, и многие во время пандемии, они еще больше начали активно работать с семьями, много проводить и таких вещей, как связанных с продуктовой помощью и так далее, присоединились к волонтерским проектам. Многие вещи перевели в онлайн. Кстати, могу сразу сказать, что онлайн для нас стала работа открытием и по линии детей-инвалидов, наши реабилитационные центры. Они просто перестроили работу, там и мастер-классы, то есть очень много работы. Даже логопед, пытались по скайпу или по зуму работать с ребенком. То есть вся система вообще, как на первый ваш вопрос, да, то есть вся система перестроилась, реально, абсолютно. Подводя итоги этого года, хотел, конечно, спросить, какое-то главное достижение, которое вы могли бы выделить по итогам этого года для себя, для министерства? Знаете, я, во-первых, хочу поблагодарить и прям низко поклониться всем абсолютно работающим в системе Минтруда. Вообще главное достижение, на самом деле, этого напряженнейшего года, это то, что выдержали. Выдержали и продолжают это все выдерживать и работать достойно, не срывая выплаты, не обваливая рынок труда. Везде, любой службы, какой ни коснись, все очень четко свою задачу выполняют. Спасибо, Ленара Хакимовна. Спасибо за то, что делаете, прежде всего, социальным работникам, которые оказывают такую поддержку в этот сложный период. Активно включилась в социальную работу и молодежь. Волонтеры стали ключевым звеном в борьбе с пандемией. Беседуем с начальником отдела Министерства молодежной политики и спорта Вита Сабировым. Вита, приветствую вас в своей программе «По сути дела». Здравствуйте, Рустам Маратович. Мы встречаемся практически в декабре месяце, когда недавно отметили Международный день волонтера.
Волонтеры все-таки в основном молодые люди. Расскажите, вот как молодые люди участвуют в борьбе с пандемией? На самом деле сегодня настроение у молодых людей, у наших волонтеров максимально боевое. Все мы столкнулись с действительно большим вызовом, и начиная с марта месяца все наше добровольческое сообщество включилось в работу по оказанию помощи нашему населению в условиях коронавируса. Сколько молодых людей вот приняло участие в этой работе? При первой волне, Рустам Маратович, у нас порядка 5000 человек на регулярной основе ежедневно работали с населением. Еще порядка 5000 человек у нас всегда были в резерве, так сказать, они друг друга взаимозаменяли. Сейчас в рамках второй волны около 3000 человек находятся в состоянии активной работы. Молодые люди выезжают по адресам, привозят продукты, медикаменты, работают в качестве волонтеров в объектах здравоохранения. Первая волна, я понимаю, когда все были в условиях локдауна, Да. там было достаточно легко, наверное, волонтерить, потому что это давало возможность официально, возможно, выходить из дома. А сейчас? На самом деле волонтеров мы набираем так же, как и всегда. Соответственно, мы выступаем с призывом о том, что, друзья, если у вас есть, соответственно, желание помочь ближнему, помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, вы можете вступить в ряды наших волонтерских центров. По всей территории Республики Башкортостан работают 63 оперативных волонтерских штаба, да, в каждом муниципалитете. И непосредственно на местах, в рамках реализации проекта «Наша забота», они осуществляют работу как раз-таки по набору волонтеров и координацию по помощи населению. На что могут рассчитывать те волонтеры, которые заболеют коронавирусом, пневмонией? 20 мая этого года прошла первая встреча добровольцев с главой республики по итогам как раз-таки первой волны. На самом деле был принят беспрецедентный комплекс мер по поддержке волонтеров, добровольцев, а именно вначале впервые вообще в России было застраховано 5000 волонтеров от вреда здоровью, да, и, соответственно, по возможным выплатам, если они как раз-таки его получат. Да. Но это было кратковременно. Это было кратковременно. Да. А сейчас? А в конечном итоге, на основе той поправки, которую вы как раз-таки внесли в июне в наш региональный закон о благотворительности и добровольческой деятельности, буквально на днях был утвержден порядок, регламент по выплатам волонтеров, то есть постоянный регламент по выплатам волонтеров, если вдруг они заболеют. То есть это компенсация? Это В компенсация. каком размере? В размере 50 тысяч рублей, если они заболеют. И если, не дай бог, соответственно, произойдет гибель, то 250 тысяч рублей. Впервые, получается, в нашей стране разработан проект закона о молодежной политике. Я с удивлением узнал, что федеральный закон все-таки не был принят, но ведь у нас такой закон есть, да, в республике? Да, в регионе существует такой закон с 1991 года, он работает, и на самом деле Республика Башкортостан — это первый регион России, в котором появился такой закон. Мы, как всегда, передовики. И первый министр молодежной политики Андрей Шаронов Да, тоже с тоже от нас, Башкирии. наш федеральный министр. Конечно, сейчас на протяжении практически 30 лет мы говорили о том, что такой закон нужен. Еще в 90-х годах понимали необходимость, как минимум просто потому, что нету нормативно-правового регулирования данной отрасли. Отсутствует четкий механизм взаимодействия между органами федеральной, региональной и местной власти в части реализации молодежной политики. Нету четкой понятийной базы. И, собственно говоря, это и бьет по финансированию молодежной политики, по финансированию тех мероприятий и проектов, которые мы делаем для молодежи. Ну и, собственно говоря, по зарплатам тех сотрудников, которые работают с молодежью. Что вот этот закон сейчас предусматривает? Есть ли какие-то позиции, которые можно было бы сказать, что после принятия закона, ну, допустим, в части грантовой поддержки или в части жилищной поддержки молодых семей улучшится ситуация? Что вот в законе закладываются? Какие меры? На самом деле закон прошел первое чтение, соответственно, механику мы увидим, как только он пройдет второе чтение. Она будет более доступная, и мы сможем рассказать про детали. Исходя из того, что говорят авторы, все то, что вы упомянули, как раз-таки раскрывается в части дополнительных мер поддержки, которые как раз-таки будут подразумеваться в рамках данного закона. И что еще, на самом деле, здорово, то, что наша страна еще более омолодится. То есть, если сейчас наша молодежь
молодежь приравнивается к возрасту 14-30, то завтра это будет 14-35. И, собственно говоря, еще больше людей получат возможности поддержки при своем развитии, так сказать, выходе в жизнь. Вот, кстати, об этом. Как министерство сегодня может помочь молодому человеку в самореализации? Как помогает? Говоря о самореализации, вообще мы, Рустам Маратович, прекрасно понимаем, что сегодня бурный 21-й информационный век, и на самом деле успешными на рынке труда становятся те люди, которые действительно обладают наибольшим количеством компетенций, да, и такие мобильные. В этом плане, наверное, с каждой трибуны окружного или федерального форума мы слышим про необходимость развития soft skills, развития вот этих мягких навыков, которые помогают молодым людям двигаться, развиваться. Ну и, собственно говоря, в чем суть молодежной политики? Молодежная политика, она должна создавать условия для как раз-таки этой эффективной самореализации. Говоря про просветительские теоретические мероприятия, да, которые повышают вот эти компетенции, наверное, это здорово. Моя личная позиция заключается в том, что все-таки эти компетенции в большей степени развиваются не когда мы ее слышим теоретически, а когда мы вовлекаем нашу молодежь в практику. И тренд последних лет — это вовлечение молодежи в социальную практику, чем и занимается наше министерство. В те самые социальные проекты, которые сегодня достаточно активно развиваются на территории всей России. То есть, что происходит? Молодой человек, встречаясь в той или иной области региона, встречаясь, соответственно, с какой-то проблемой, не просто заявляет о ней, он ищет пути решения, он анализирует ее, формирует команду единомышленников, встречается с органами государственной власти, с коммерческими структурами, реализует целый план действий и в конечном итоге делает некий публичный отчет. То есть получает все те компетенции, которые ему необходимы, и мы в конечном итоге получаем такого уже готового специалиста в выбранном направлении жизнедеятельности, и он бы мог в дальнейшем трудоустроиться. В нашем министерстве создан молодежный проектный офис, который как раз-таки осуществляет эту работу, вовлекая молодежь в эту проектную тематику и, соответственно, обучая их проектной грамотности. Приведите примеры успешных практик, проектов, которые реализуются молодыми людьми, победители, допустим, этих грантовых конкурсов нашего агентства по молодежной политике. Направления, Рустам Маратович, на самом деле самые разнообразные, как направления, связанные с сельским хозяйством. Например, есть у нас такой достаточно молодой, амбициозный парень, вы его тоже знаете, Ильнур Юлдыбаев, который учится в аграрном университете. У него появилась идея, что сегодня важно заниматься не просто сельским хозяйством, нужно его обновлять, роботизируя. И, соответственно, он придумал такой проект, как робототехническая олимпиада «Агробум». Подал ее на грант, выиграл, и уже на протяжении 2 лет дети, начиная от 5-летнего возраста, заканчивая самыми ребятами постарше, 25-26 годами, участвуют в этой олимпиаде, предлагая свои проектные технические решения по модернизации объектов сельского хозяйства. Проект получил поддержку Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, а Ильнур Юлдыбаев у нас стал молодежным министром сельского хозяйства республики и, собственно говоря, продолжает эту работу уже в выездных командных группах нашего профильного Министерства сельского хозяйства. А вообще молодежное правительство работает? Наше молодежное правительство достаточно активно работает, оно создано не так давно, ему буквально недавно исполнилось год. За это время реализован ряд интересных проектов, мероприятий. Здесь как и направление соответственно, направленности, так и наше молодежное правительство активно включилось в деятельность как раз-таки по помощи населению в условиях пандемии. В наших колл-центрах проекта «Наша забота» как раз-таки работали члены нашего молодежного правительства. И, кстати, по итогам года в конкурсе Ассоциация молодежных правительств наше молодежное правительство выиграло в номинации «Прорыв года». Эти достижения замечательны, конечно, но с другой стороны, мы были свидетелями в августе. Ребята с многих районов поехали защищать гору Куштау. Тоже молодежное правительство оказалось где-то в стороне. Молодежное правительство, ведь оно и задумывалось как правительство, которое будет разговаривать на одном языке с молодежью, чтобы оно все-таки более активно работало с теми людьми, которые, получается, хотят какой-то выплеск своей энергии. Вы упомянули эко-проекты, а это как раз экологическая тема. Молодежное правительство, оно находится только на стадии зарождения, и много чего ребята еще, так сказать, не достигли, не постигли. И впереди, на самом деле, много планов, и я думаю, что этот вопрос станет одним из приоритетных направлений, чем они будут заниматься. Какой ваш главный инсайт этого года? Наверное, главный инсайт — это та мысль, которая сопровождала меня лично уже последние несколько лет, но укрепилась именно в этот год, потому что год был действительно сложный, серьезный вызов, много испытаний. Мысль звучит следующим образом. Если ты хочешь идти быстро, иди один. Если ты хочешь идти далеко, иди с командой. И именно эта сложная ситуация, когда
необходимо было произвести действительно достаточно большое количество действий, реализовать проекты, нам удалось сделать только нашей большой дружной командой. И тот девиз, который задал перед нами, так сказать, наш глава, Райф Хабиров, «Без берге», мы вместе, он объединил всех нас, и я надеюсь, что под ним мы будем двигаться вперед. Спасибо. Это был Вита Хабиров, начальник отдела поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив Министерства молодежной политики. Он считает, что вместе мы победим. С надеждой на лучшее мы готовимся к Новому году. Наш традиционный блиц мы решили сделать праздничным. Что ждете от нового 2021 года? Так интересно. Наверное, башкирское долголетие – это главный, такой новый проект, который мы должны обязательно Чтобы он заработал. раскрутить. Да. Новых интересных проектов, соответственно, новых вызовов, задач, потому что именно они позволяют не стоять на месте, а двигаться вперед. Подарки начали готовить близким? Начали думать, уже в ближайшие выходные этим займемся. Пока находимся в режиме 24/7, работаем, завершаем год. Конечно. Вот уже есть такая Коробочка. специальная, сумка, в которую потихонечку купила, спрятала. В вашей семье есть традиционное блюдо на Новый год? Я, наверное, разочарую, но мы реально садимся, ставим вот так вот фарш и лепим пельмени все вместе. Это инdoутка запеченная, запекаем ее вместе и вместе делаем сельдь под шубой. Это вот традиционно уже несколько лет. Как планируете провести новогодние каникулы? Новогодние каникулы я планирую провести с семьей, с друзьями, наконец-то со всеми увидеться, пообщаться и насладиться этим общением, потому что на самом деле этого не хватает. Женат? Пока нет. Еще впереди. Ну, надо завести семью. Ну, вообще я хотела, конечно, и отдохнуть с книжкой, и выспаться, да, но это такой вот как вечная мечта наша. Вот, пообщаться с детьми, со своей мамой, с родней. Ну и, конечно, поучаствовать в тех мероприятиях, которые у нас аж с 25 декабря до 11 января расписаны, и каждый день будет что-то означать. И вот я очень надеюсь, вот это будет очень интересно и лично прям в этом поучаствовать. Главное, берегите себя и своих близких. Не забывайте о простых правилах защиты от коронавируса. Большую утрату понесла и наша съемочная бригада. Не стало оператора-постановщика программы «По сути дела» Ильдара Насрединова. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Ильдара Агзамовича. Берегите свое здоровье. До новых встреч!